Это бассейн нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Сунже. И пусть зрители не судят по картинке, плавательное сооружение обклеили полностью пленкой, чтобы не загрязнять краской. Отсюда и такой вид, делится начальник строительных работ. И хоть пока здесь не слышен свисток тренера, всплеск рассекания воды участниками соревнований, но к этому тут уже все готово. Длина бассейна 25 метров, ширина бассейна 8 метров, максимальная глубина 2,25. Бассейн полуолимпийский, полностью готовый. Единственное, у нас, вы видите, обклейка полностью, но то, что у нас пожарная краска еще не закончена, осталось последние штрихи добить. Бассейн сам полностью функционирует, можем в любое время его заполнить. Бассейн полностью готов по отделке, по гидроизоляции, по всему, по освещению, все доборы, все эти поручни, все лестницы, все готово, все на месте. В любой момент бассейн можно заполнить, и он будет полностью циркулировать. Новое спортивное сооружение города позволит спортсменам проводить коллективные тренировки в комфортных, современных условиях. В здании предусмотрели залы для борьбы, душевые, массажный кабинет, кабинет врача, информационный, тренажерный, фитнес-залы, спортивный с балконом и универсальный игровой. Площадью более 1000 квадратных метров. Тут также строители заняты последними штрихами. Здесь уже основная вся работа выполнена. Это основной игровой зал. Зал у нас 40 на 19. Сейчас идет последняя подготовка. Это укладка спортивного линолеума. А так все работы тут завершены. Просто осталось поставить весь спортивный инвентарь. Инвентарь здесь уже приехал давно, его сейчас собирают ребята. Ребята с Ставрополя. Сейчас они... Сегодня уже полностью закончится обклейка спортивного линолеума, уже будем заносить весь спортивный инвентарь, уже расставливать его. А в других залах? У нас зал борьбы еще на 3-м этаже, он тоже полностью готов, обустроен. У нас информзал есть, информационный зал, там тоже уже у нас вся работа закончена, завершена. Есть фитнес-зал на 3-м этаже тоже, там тоже все, уже даже и тренажеры установлены, все полностью подготовлено. Там уже спортивная вся работа завершена. У нас вот единственное, последние видеоки остались, это, как вы видели, бассейн, и вот эти мелочи. А так у нас вся административное здание, все 3 этажа уже полностью закончены. Работа по плану идет и снаружи. Уложен асфальт и тротуар, ограждение, установлено освещение, территория озеленена кустарниковыми деревьями, газоном, обустроены парковочные места, их 41. Функционирует котельная, дизельный генератор, своя электростанция и очистные сооружения. Вопросу их наличия глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов при возведении объектов уделяет особое внимание. Решение о снесении старого городского ФОКа было принято главой региона в ходе инспекционного выезда в январе 2022 года. Он тщательно проверил условия для занятий в комплексе, отметил, что согласно заключению Роспотребнадзора и МЧС по республике объект не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. Как дела? А? Грязный шикар у вас? Средний. А? Средний. Душ мычащий. Душ стоит. У меня в первую очередь здоровье этих детей. Потому что здесь невозможно гофры это, забор делать. Так он дизель, тренироваться, чтобы он не болтался на улице. Каждый родитель так думает. Но вы условия должны создать. Технические, да, он там 2, 3, 10 приемов научится. Понимаешь, может чемпион кто-то будет, и мира будет. Вопрос в том, они здоровые должны быть, понимаешь. Дыхалка должна, могут халбезить. Я главное, чтобы у него не было в легких что-нибудь, чтобы у него коррекция была правильная. Они дышат, абсолютно невыносимая атмосфера здесь. Особенно детей, что касается, я отношусь к этому очень серьезно. Строить объект подрядная организация «Гарант» начала в апреле текущего года. Новый ФОК в Сунже возводится в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом страны. Контрактная стоимость объекта более 300 миллионов. Данный объект на сегодняшний день объект уже почти готов. До конца этого года готовность объекта будет 100%, но уже заниматься в этом объекте уже, я так думаю, в 2024 году спортсмены уже могут свободно, жители могут заниматься. Люди не только молодого возраста, но и взрослого. Здесь будут проводиться мероприятия, спортивно-массовые мероприятия. Здесь будут проводиться секции по борьбе, дзюдо, тэквондо, карате и по другим видам спорта, по тем видам спорта, на которые больше акцентрируется население республики. У нас цель достижения уровня систематически занимающихся спортом. И наша молодежь, наши жители
бегут, хотят, желание есть заниматься спортом. Строительство спортивных объектов ведется и в других населенных пунктах. В планах возведение еще нескольких ФОКов и воркаут-площадок. Нами с федеральным министерством ведется работа. Мы направляем письмо-заявку о том, что нам необходимо строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. У нас в этом году тоже начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Это в сельском поселении Барсуки. Объект будет завершен в 2024 году. Я надеюсь, наш федеральный центр нас поможет в этом. И мы начнем строительство таких же объектов, вот, которые мы сейчас видим. Это будет у нас в Караблаке, в Назране, в Кантышево, Далаково, в Газиюрте и в других местах, где необходимо. Также помимо таких больших крупных объектов, в планах у нас поставить такие спортивно-технологическое оборудование, такие воркаут-площадки, такие физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа. Такая инфраструктура не требует финансовых вложений. Любой житель может подойти свободно, позаниматься и просто провести отдых. Как уже было отмечено президентом страны Владимиром Путиным, цель национального проекта «Демография», в частности проекта «Спорт. Норма жизни» – повысить качество жизни граждан через физическую активность и формирование культуры активного досуга. И, как мы видим, в Суже все условия для этого есть. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.